Так, понятно. Запись пошла. Да, есть, можно. Так, у кого нету звука? Иван зашел. Так, кто у нас тут представлен? Какие у нас регионы здесь есть сейчас, в данный момент? Нижний Новгород я узнаю. Екатеринбург здесь на месте. Так, дальше у нас здесь Саратов. Так, кто еще у нас тут есть? Челябинск. Авроман Челябинск, да? Так. Воронеж тоже там присутствует. Воронеж присутствует. Кто у нас из Воронежа? Зинаида. Это у нас Нижний Новгород тоже, да? Это Арзамас, да. Нижний Новгород, Арзамас. Там Роман Смоян есть. Так, Раян Смоян. Откуда? Роман Смоян, Воронеж. Воронеж, да? Угу. Рамазан. Рамазан, это, наверное, Саратов. Из Великого тоже должны подключиться. Кто? Вот Саратов еще один. Это родина Дед Саратовский. Мороза. Устин, да? Кто? Дед Мороз? Родина Дед Мороза. Так, Москва на связи. Так. Еще один подключился. Нас уже 19. Так, ладно. Докладчики готовы? Рустам? Рустам Хазри? Да, я на месте, я готов. Готов. У тебя, так, трансляция экрана. Есть возможность? У тебя есть что показать? Нет, телефона нет. Все, с телефона нет, да? Так, все только на флешке. Так, ладно, ну тогда будет рассказ такой без презентации. Так, сейчас я узнаю, что там с Селеной. Так. Гуран. Мы, наверное, начнем, да? Кто-то, если подойдет, тогда мы добавим в группу, в чат. А если нет, тогда... Так. Так, ну тогда мы начинаем. Сегодня могут выступить и говорить все. У нас есть время 40 минут. Через 40 минут система отключается. Может, если в случае необходимости, мы можем повторно войти. Так, ну, добрый вечер. Тогда я попрошу всех отключить звуки, чтобы не мешал для тех, кто выступает. Так, у Аврамана включен звук, и у Ивана Савельева включен звук. Да. Или же можно централизованно убрать все лишние звуки. Так, да, все. Ну, добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы тогда с вами начинаем. Я рад всех вас видеть на нашей вот этой небольшой конференции, посвященной, ну, или семинару, посвященному такой теме, как «На защите Отечества». Мы в прошлый раз в режиме онлайн проводили подобное мероприятие, но на другую тему, проводили на курдском языке, на тему на защите, на курдские национальные традиции и обычаи. Сегодня у нас другая тема, называется «На защите Отечества». Здесь, конечно, мы хотели бы поднять такую тему, как патриотизм и то... Я перебью, товарищи, это нормально, что звук такой тихий? Так, если плохо слышно, дайте знать. Вообще тихо, просто не знаю, не могу понять, это у меня или у вас. Так, коллеги, подскажите, если плохо слышно, чтобы
Может быть, это от телефона нашего друга Владимира или же в Нет, у целом? меня нормально было, убавилось что-то. Да? Попробуй громкость. Нормально слышно сейчас. Нормально слышно, да? Ладно, Так. продолжаем. Извиняюсь. Так, хорошо. Дальше. Я коротко расскажу о том, какие мы семинары проводили. Вообще, в целом, это наше не первое мероприятие в рамках общего проекта Федеральной национальной культурной автономии курдов России. Мы проводили в университетах, в школах, в различных регионах, проводили в Тамбовской области, Саратовской области, в Москве, в Ставропольском крае. И вот сегодняшнее наше мероприятие итоговое. Но основная наша публика, с которой мы общались, это все те, которым интересна эта тема. Почему мы взяли ее для себя на вооружение? Поскольку тема патриотизма, она всегда важна, поскольку любой стране, для любого народа сохранение высокого уровня патриотизма является таким стимулом для защиты своей родины, своего народа от, и в том числе и внешних посягательств, и вообще в целом от проблем. В патриотизме, я не знаю, кто из вас как воспринимает слово патриотизм и что значит защищать родину? Подскажите мне, коллеги, как вы воспринимаете эту тему? Пару слов. Иван, да. Вижу у вас включенный микрофон. Так, приходят все новые и новые лица. Так, кто-нибудь может поделиться своим мнением, как они воспринимают вообще тему защиты Отечества? Что значит и как, по-вашему, нужно рассматривать эту тематику? Есть желающие сказать? Да, Владимир. Алло, как слышно? Да, слышно. Иван, да? Хорошо, Иван, потом Владимир. Вы в эфире, вы в записи всем. прям. Здравствуйте. Позвольте, коллеги. Думал, надо Владимиру передать слово. Лучше Владимиру передать слово первым, я думаю, дать высказаться. Давайте мы вас сначала послушаем, потом Владимира, потому что вы первый подключились. Я не знаю, конечно, сейчас вопрос стоит особенно остро защиты Отечества, потому что постоянно какие-то новости нам подкидывают, мировые сообщения. Регулярно, то есть какие-то вбросы информационные, такие пугающие. Поэтому, конечно, воспитание патриотизма и молодежи, в первую очередь, это должно начинаться со школы. Я думаю, сейчас очень много делается для этого. Приходят люди, лекции читают, и учителя как-то поддерживают различные конкурсы рисунков на тематике Родины и так далее. То есть я думаю, что уже в школе большая работа ведется в каждой школе сейчас над этим. Я не думаю, что так все плохо с этим. Может быть, если только старшее поколение, которое выросло в 90-е, они там, может быть, как-то устремлены в другую сторону. А так, мне кажется, сейчас патриотическая потока в школах очень такая интенсивная, я бы сказал. Так, хорошо, Илья. Владимир, что вы скажете? Вопрос стоял, что значит патриотизм, да? Повторите, пожалуйста. И что значит защищать Родину? Как вы воспринимаете это? И как, по-вашему, можно защитить Родину? Исходя из личного, так скажем, жизненного опыта того, что, допустим, по истории наш народ навидался, и в целом мировая история навидалась, так скажем, да? Исходя из общих таких человеческих пониманий, мне кажется, что долг, зов Родины, да, должен быть в каждом человеке. И желание защищать Родину не должно исходить от личного интереса, а желание защищать Родину должно исходить внутренне, да, духовное желание. То есть это духовное желание, оно подается за счет патриотизма того, что ты навидался. Исходя из истории русско-турецкой войны, да, последней, которая произошла, в чем участвовал наш народ.
исходя из Великой Отечественной войны, какое участие сделал, скажем так, курдский народ в целом в этой борьбе. И, соответственно, это все было опытом, мне уроком. И, соответственно, когда произошел, так скажем, геноцид 2014 года в Крацах, в тот момент, вот поверите, также, вот я вам скажу честно, вот даже была ситуация такая, что у меня, в принципе, все в жизни было прекрасно, ничего мне, допустим, в жизни не нужно, я не нуждался, работа, и машина, и дети, и семья, все было прекрасно. Но смотря телевизор и видеть, как мучается твой народ, как мучаются дети, как страдает твоя, там, скажем, прародина отцов. И, соответственно, это, знаете как, я не смог смотреть, допустим, на то, как радовались мои дети. Хотя они не понимают, что происходит. И вот такие моменты, зов идет изнутри, то есть не от твоего желания. И, соответственно, некоторые люди должны, знаете как, я думаю, не нужно игнорировать глобальные проблемы, потому что защита Родины у каждого человека должна быть внутри, и он должен стараться, знаете как, не в интересах кого-то или чего-то, а именно в интересах вот, защиты Родины. Там не должно быть она корыстными или финансовыми, или там другими, так скажем, привилегиями. Да? Это чисто внутреннее духовное желание души защитить Родину. Это защитить Родину, защитить, значит, свою честь, защитить своих предков, защитить свою историю. И если человек эти все вещи не будет ценить, защищать, соответственно, потеряет полностью себя и все, что вообще его окружает. Это чисто, так скажем, мнение мое. Вы уж извините, я просто не ожидал, что буду выступать. Раз просто вопрос стоял, никто не хотел ответить. Я думал, начну уж, извините. Я все, Так. товарищ Фер. Да, хорошо. Так, ну, последних слов я, конечно, не слышал, потому что мне тут позвонили, пытались войти. Я объяснил одному из наших докладчиков, кто сейчас должен зачитать свой доклад. Пока объяснял, немножко мной было упущено. Но я надеюсь, все остальные присутствующие поняли суть вашего выступления. Одной из тем, которые мы хотим рассмотреть сегодня, это является тема, это участие различных народов в Великой Отечественной войне, одна из тем. И эта тема была поднята нами несколько лет тому назад, когда случайно один из студентов, курсских студентов, он просто, выступая на Facebook, предложил переиздать книгу Халита Читоева об участии курдов в Великой Отечественной войне. Конечно, мы эту идею подхватили, и ФНК Курдов взялась за подготовку этого проекта, и мы опубликовали второе издание этой книги, где идет рассказ о тех героях Великой Отечественной войны 1941-1945 года, которые принимали участие в освобождении различных городов. Ну, конечно же, многое из того, что мы там нашли, нам не было известно. Например, мало из нас кто знал, по крайней мере, о том, что курды принимали участие в обороне Полтавы, принимали участие в обороне Смоленска, участвовали в обороне Москвы, освобождении Ростова-на-Дону и Воронежа, участвовали в обороне Севастополя и Сталинграда, участвовали в обороне Ленинграда, в освобождении Киева и Витебска, освобождении Эстонии и Литвы. И этот список можно перечислять и перечислять. И вот это труды подобного рода, конечно же, думаю, нужно о них знать, о них помнить. И даже несколько наших участников нашей группы, московской группы Нужин, они нашли там своих дедов. И для них это тоже было очень важно. Мы в целом что можем сказать? Вот эти информация подобного рода о том, что наш народ принимал участие и внес какой-то свой вклад в разгроме фашизма, это какая-то стала уже национальной традицией, особенностью курдского народа, потому что мы, где бы ни проживали, всегда отстаивали высокие идеи и идеалы. Сегодня мы этот пример видим и на территории Рожавы в сирийском Курдистане, на территории Башура, Бакура. То есть на территории Курдистана мы до сих пор видим наших отважных парней и девушек, которые исторически, это уже как получается, как в крови, исторически всегда отстаивают свободу, правду и справедливость. И было время, когда была возможность в информационном плане дать миру понять, что наш народ, он готов и может вносить свою лепту, свой вклад в защите человечества, в защите высоких идеалов, в защите свободы
и справедливости в любом регионе, где бы он ни проживал, прежде всего и у себя на исторической родине, в Курдистане, ну и проживая в других странах, защищая высокие идеалы. Так, я сейчас сама вошла, Саманта, докладчик. Вот это все. И, конечно же, здесь... Саманта готова для доклада? Да. Да, тогда сейчас я передам слово. И, конечно же, вот эта особенность национальная, она исторически сложилась так, что всегда борцами за свободу, за равенство, за справедливость и защитниками Родины всегда являлись не только мужчины, но и женщины. Это было и во все известные среди курдского народа войны, и это было из древнейших времен и по настоящее время. И это мы видим на примере и Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, как бы мы ее ни назвали. Вот. И сейчас я передам слово Саманте, которая вам расскажет о роли женщин в победе, в разгроме фашизма во Вторую мировую войну. Мы ее послушаем, а потом, если кто-то хочет что-нибудь добавить, мы дадим право слова и перейдем к Рустаму Тамой, который тоже выскажет несколько слов. И перейдем к нашей дискуссии. Пожалуйста. Так, добрый вечер. Я, конечно, никого не вижу, кроме Фархата Абдурахмановича, я никого не вижу. Сегодня я хотела бы в своем докладе рассказать о наших женщинах, женщин, которые в Великой Отечественной войне вкладывали свой вклад. И, конечно же, о наших женщинах, о курдских женщинах. Вклад женщин в разгроме фашизма. Существенный вклад в победу над фашизмом внесли трудовые труженики тыла советской армии, в том числе занятые в действовавших трудовых колоннах на юге СССР, это в Северном Кавказе и Закавказье. Несмотря на тяжелые условия военного времени, руководствуясь призывом «все для фронта, все для победы», трудящие республики, в том числе и курды, не покладая рук, героически трудились на заводах, в колхозах на благо Красной армии. Из Армении ежедневно железнодорожными эшелонами отправлялись на фронт вооружения, боеприпасы, обмундирование, продукты питания, одежда и так далее. Свою достойную лепту в победу над фашистом несли и курды, которые на то время в основном составляли аграрное население, являясь тружениками сельского хозяйства. В связи с тем, что значительная часть мужского сельского населения находилась на фронте, основную тяжесть сельскохозяйственных работ несли на себе женщины, старики и дети. Поэтому их следует... Поэтому в период Великой Отечественной войны следует оценить как военный и трудовой подвиг. С первых дней многие из курдов добровольно записывались в ряды народного ополчения. В курдских селах Азербайджана, Армении, Грузии состоялись митинги. Так, на митинге в селе Ахмедли Лачинского района комсомольцы, полеводы, животноводы в числе первых выступили с предложением стать в ряды защитников Родины. Уже в 1941 году, когда Красная армия вошла в Иран, курды помогали продвижению советских войск, давали проводников, разоружали жандармейские и армейские подразделения, которые пытались оказывать сопротивление. А в последующем на территории Союза СССР будут многие битвы и военные операции, в числе их вошедшие в историю Великой Отечественной войны. Это битва за Москву, за Ленинград, за Кавказ, Курская битва, битва за Днепр, оборона Севастополя, Крымская наступительная операция, освобождение Кишинева, Киева, Минска, Вильнюса, Таллина, Риги, Прибалтийская операция, освобождение Карелии и Заполярья. Рядом с курдами, мужчинами в тылу трудились женщины, участвуя в оборонных работах, заменяя мужчин в сфере производства. Из их состава истребительные батальоны в Алягасском районе Армении и других районах. Курды Алягасского, Долинского и Октябрянского района с высокими показателями
труде выполняли сельскохозяйственные работы, занимались изготовлением сельхозинвентаря. Несомненно, уход на фронт мужчин не мог не подорвать экономику районов компактного проживания курдов и в республиках Закавказья. И все же только жители Лачинского района Азербайджанской ССР, также населенного курдами, в середине июня в 1942 году внесли в фонд обороны 3428 килограммов мяса, 4039 килограммов зерна, обрели на 121 340 рублей облигаций государственных займов. Было сдано в фонд также 15 грамм золота, 3850 грамм серебра. Курды Октябрянского внесли в фонд обороны 160 грамм золота, 8409 грамм серебра и обрели на 1350 рублей облигаций государственного займа. На строительство танка ими было также собрано 132 700 рублей. Широкое распространение получило движение за сбор теплых вещей для фронта. Лачинский район отправил на фронт 1027 пар шерстяных носков, 743 пар рукавиц, 2366 килограммов шерсти и много других теплых вещей. Жители Алегязского района только за 2 месяца собрали и отправили на фронт 1000 пар шерстяных носков, 710 пар рукавиц, 1183 штук теплого белья, 1000 штук овчин. Колхозники Тбилисского, Доминицкого, Мернаульского, Салкинского, Хашского, Ахалсидского, Аспинзотского, Титрицкого района в первой половине 1942 года взяли шефство над 10 из 74 эвакогоспиталей, дислоцировавшие на территорию Грузии. В порядке шефской помощи им было поставлено 2633 килограмма мяса, 1618 кур, овощей и картофеля 18 895 килограммов и 3473 яйца, 22 250 килограммов разных фруктов, также 1323 килограмма молочной продукции. Все это делалось с целью достижения победы над врагом, освобождения страны от фашистов, сохранения целостности своего государства. Важным становилась реализация мер по формированию условий для обеспечения безопасности страны. Народы республик Закавказья сосредоточились вокруг решения этих приоритетных задач. Основная нагрузка в проводимых работах возлагалась на плечи женщин, конечно же. Особенно было трудно тем из них, кто оставался с детьми, со стариками, без главы семьи. В такой обстановке приходилось выживать и самой, и думать о детях. Зачастую спасал положение только земельный участок. Работа на нем позволяла хотя бы минимальным образом сводить концы с концами. Женщины проявляли энтузиазм, перевыполняли трудовые нормы. Были известны многие их имена как производства. Преодолевая огромные житейские трудности, они организовали школы для обучения детей, заботились о своих семьях. Их труд в тылу заслуживает внимания и высокой оценки. Женщины, немки, финки, курдианки, кореянки проявляли поистине самоотверженный труд. Их работа была почетной, так же, как и участие в защите Отечества, завоевание государства и приумножение экономических потенциалов страны и сохранение культуры своих народов. Курды, участники Великой Отечественной войны, всегда были и останутся в народной памяти истинным примером для подражания, органичной частью, гордостью и честью курдского народа. Почти в каждом селе Армении, где живут курды и езиды, были установлены памятники в честь погибших воинов. В 1975 году, в честь 30-летия победы над фашистским режимом, в селе
Авшен, ныне Чобанмаз, по инициативе и на средства сельчан было установлено небольшой монумент с именами односельчан, которые не вернулись с фронта. В скорбном списке значится 31 курд, оставшихся на полях сражений в период войны с 1941 по 1945 года. Ежегодно 9 мая люди многих селений приходят к моменту память погибших, возлагают к руководственному монументу живые цветы. Сейчас я хочу рассказать о наших женщинах, о курдских женщинах, которые по сей день находятся на поле битвы. Несмотря на то, что с момента завершения Отечественной войны или по-другому Второй мировой войны произошло более 70-летий, курдские женщины продолжают выполнять роль защитниц Отечества. Еще совсем недавно историческая родина курдов, Курдистан, подвергалась жестокому нападению боевиков так называемого исламского государства ИГИЛ. Однако стремительное формирование курдских отрядов народной самообороны и женщин-батальонов смогло защитить народы Курдистана от трагической участи. Слава курдских женщин после разгрома ИГИЛ разлеталась по всему миру. Сегодня курдские женские батальоны продолжают находиться под пристальным вниманием женщин с различных стран мира. Были сняты и продолжают сниматься новые документальные фильмы и художественные фильмы о героизме курдских женщин на полях сражений в Курдистане, Сирии и Ираке. Борьба курдских женщин уникальна. Она не ограничивается лишь участием в боевых операциях с оружием в руках. Молодые курдианки и их сподвижницы, представители других национальностей, вместе борются за свободу и равенство женщин. Идет своего рода идеологическая борьба за признание равенства женщин, что особенно для ближневосточного региона является очень чувствительным вопросом. Курдские женщины отстаивают права женщин быть человеком, равным мужчине. Они борются против менталитета, воспринимающего женщин как покорную служанку, рабыню, вещь или товар, и во многом преуспели. Идеологическая борьба курдских женщин во многом основана на идеях курдского национального лидера Абдуллы Аджалана, ставшая проблему свободы женщины и экологии в основу своей парадигмы. Курдские женщины верят, что смогут изменить существенно мировой порядок и стать гарантом мира, равенства мужчин и женщин, возрождения человеческой простоты в отношениях и нравственных ценностей в обществе. Они знают, что добиться этого будет непросто, но они готовы сражаться, падать на колени, вставать и снова сражаться за лучший мир, за нас всех. Спасибо. Если есть вопросы, можете задавать. Так, спасибо, Саманта. Так, у кого есть вопросы или же кто хочет что добавить по этой теме? Так, Лиана, есть что добавить? Сейчас я остановлю. Да. Дангте, Керем. هم خیر هاتنا سر چوار هاتنا هون ایرو جوینا ما ایرو داجی حاضرن کیف خاشن و دبینن تشناک صابی سپاس ام باشن مجارا ایرو ام داخلن مجاری ولات پاریزیه پارستنا ولاته برده ام نرینی خود خازن پارول کن یکو راپورا پیشکش دکن هنه او آخافتنه دکن پشترا یدنی تکارن پرسی خوی یانش نرینی خوی ببیجن کرم کن یستی Керемке. Данги Матевадо. Аререти. Добрый вечер всем. Можно я на русском буду говорить? Да, у нас сегодняшнее мероприятие проходит на русском языке. Спасибо большое, Фархат, вам за эту прекрасную конференцию. Спасибо вам отдельно большое. Тоже хочу сказать за Великую Отечественную войну 41 года, которая началась в 42 году. Мой дядя, родной дядя, отца, брат старший, такой патриотизм был в душе, он тоже записался, его записали как, не знаю, азербайджанца, наверное, Хусейн Вали Оглы, и уехал воевать, призывался в Средней Азии,
Джалабадской области на войну, Великую Отечественную войну, и так до сих пор о нем ничего не известно. Вот тоже вот хотел добавить, воспользоваться моментом, сказать, что вот такие у нас патриоты были. И вот этот патриотизм в нашей душе. Так, это чей голос там? Этот патриотизм как бы заселился в нашу душу. Мы сейчас тоже вот патриоты, тоже вот мечтаем как бы поучаствовать в этой сейчас в грязной войне, которая идет на нашей исторической родине. Честно говоря, если была бы возможность, мы бы тоже поучаствовали в этой, защищая свою историческую родину. Ну вот за дядю хочу сказать большое ему тоже спасибо, что он поехал воевать за как бы Советский Союз, все народы были едины, но то, что вот мы остались здесь без автономии, без республики, вот это вот тоже очень, как говорится, больные места. Очень плохо. Вот это хотел добавить. Всем спасибо большое. Так, спасибо за ваше выступление. Действительно, сведения, которые опубликованы о тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, мы часть из них черпаем из материала, который был опубликован Халитом Читоевым, но кроме него еще профессор Николай Бугай недавно издал книгу, которая называется «Курды», сейчас точно не вспомню название, «Курды храбры, отважны и милосердны», точно название не помню, но вот суть в том, что он там тоже ведет свое расследование о том, какую роль сыграл наш народ в истории России в целом. То есть там идет в основном опора на события, происходившие в 40-е годы, но также есть информация о том, что было до этого и после этого. Потому что, как вам известно, для нас эти годы были очень тяжелые. Для нашего народа 20 век оказался веком трагедии, сплошной трагедии. И на территории исторической родины шло деление Курдистана на несколько частей. В Советском Союзе начался процесс депортации курдов в Среднюю Азию. И, с одной стороны, часть курдов были задействованы в освобождении страны от фашистского как бы нашествия, а с другой стороны, часть из них являлись переселенцами в Среднюю Азию. И как раз в своей работе Николай Федорович Бугай, он тоже подчеркивает, что вот есть такой парадокс. С одной стороны, этот же народ защищает страну, с другой стороны, часть этого народа депортирована в Среднюю Азию и находится и проживает в спецрежиме. Но парадокс, через который мы проходим на протяжении всего 20 века, и сейчас даже в начале 21 века есть такое двоякое отношение к курдам. С одной стороны, да, герои, защитники, борцы против исламского фундаментализма именно вот в его радикальной форме. Хорошо, молодцы. С другой стороны, есть такое как бы затягивание, связанное с процессом решения проблем, или же затягивание с процессами, связанными с признанием геноцида курдского народа или геноцида части курдского этноса езидов. Здесь мы видим такое, с одной стороны, как бы понимание, но с другой стороны, не совсем желание решать эти проблемы. Ну, конечно, когда мы поднимаем эти темы, а эти темы поднимают наши коллеги за рубежом, будь то в Турции, Сирии, в Ираке, будь то в европейских странах, эту часть своей работы они продолжают выполнять. Но что выпадает на нашу долю, то нам, с одной стороны, важно беречь культуру, традиции нашего народа, который проживает на территории России и в странах постсоветского пространства. И с другой стороны, не забывать о таких чувствах, как патриотизм, защита Родины. Недавно предыдущий выступающий сказал о том, что его дядя был записан как азербайджанец. У нас недавно возникла такая проблема, то что, оказывается, у нас есть 3 героя Советского Союза, но мы знали только об одном из них. И вот из 3 героев Советского Союза каждый из них был записан под...
То есть, будучи гражданином той или иной республики или родившимся на территории той или иной республики, был записан под представителем других национальностей. И когда мы сегодня говорим, что в СССР есть как минимум 3 героя Советского Союза, то в официальных данных их как будто бы нет. Но на самом деле они есть, и об этих 3 героях, которые записаны как уроженец Грузии, Армении и Азербайджана, да, грузин, армянин и азербайджанец, получается. На самом деле это курды. И сейчас о них расскажет Рустам Тамуи, который изучал эту тему. Рустам, вам слово. Да, здесь меня слышно? Да. Хорошо. Начнем с Саманда Алиевича Сабандова. Война застала его в Москве слушателем ленинских курсов. Саманд Алиевич был назначен старшим инструктором политотдела 217-й стрелковой дивизии, которая в составе войск Западного фронта вела упорные бои с превосходящими силами противника. В критические моменты боя Сябяндов был всегда впереди. Личным примером воодушевлял бойцов. Когда 4 октября под селением Быташ тылы дивизии оказались с 3 сторон окружены врагами, Сябяндов сумел вывести подразделение с незначительными потерями. За этот подвиг 22 января 1942 года он был награжден медалью за отвагу. В обороне города Тулы бойцы дивизии с 29 октября по 8 декабря 1941 года сумели уничтожить и подбить 80 танков противника. В обороне Тулы и во владении населенными пунктами Ясная Поляна и другие Сябяндов принимал самое непосредственное и активное участие. Он лично руководил переправой частей дивизии через реку Угра, сыграл видную роль в удержании ее западного берега. За проявленное мужество в июле 1942 года Сябяндов был награжден орденом Красной Звезды. С самого начала Отечественной войны до июля 1943 года в течение 12 месяцев 217-я дивизия стояла на передовых позициях и при этом сумела полностью сохранить боеспособность. Личным составом дивизии было уничтожено свыше 10 тысяч солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Сябяндову было присвоено звание Героя Советского Союза. Этого высокого звания он удостоился за успешное руководство боевыми действиями батальона, отличное политическое обеспечение полка, в особенности в период июня-сентября 1944 года, за неоднократное проявление примеров личной храбрости. Далее, Бакыр Дурсунович Мустафаев. По происхождению он курд. В силу известных политических факторов он был записан в документах как азербайджанин. Такие факты не являются единичными. Многие известные представители курдского народа, внесшие свой вклад в развитие науки, культуры, являвшиеся известными политическими деятелями, разделили судьбу Бакыра Мустафаева. С августа 1941 года служил в советской армии. С марта 1942 года был на фронте стрелком 164-го гвардейского полка 55-й дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта. Осенью 1943 года рядовой Бакыр Мустафаев отличился, проявив мужество и героизм в боях за город Керчь. В боях на Керченском полуострове рядовой Мустафаев уничтожил более 40 солдат и офицеров противника. После формирования Керченского пролива в бою северо-восточнее города Керчь гвардии рядовой Мустафаев подполз к вражескому дзоту, расположенному на высоте, и забросал его гранатами, уничтожив 5 гитлеровцев. Затем в траншее уничтожил еще 4 немецких солдат, захватил ручной пулемет и открыл из него огонь по противнику. Был ранен, но не покинул поле боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за проявленное мужество и героизм рядовому Бакыру Мустафаеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Вердеев Ават Гашим Оглы, курд по национальности. В 1939 году он был призван на службу. За время прохождения воинской службы Аваду пришлось приобрести реальный боевой опыт в ходе освободительного похода Красной Армии в Западную Белоруссию и зимней войне с Финляндией. С началом войны Аваз вновь был призван в ряды Красной Армии.
сражался в составе стрелковых подразделений. Вначале на Западном фронте, а затем на Калининском фронте. В боях с захватчиками был 4 ранен. 14 июля, когда Первый Украинский фронт перешел в наступление, бригада шла в первом эшелоне атакующих частей. Севернее Львова была окружена значительная группировка противника. Большая группа немцев засела в местечке Куликово. Старший сержант огородами вывел свое воинское подразделение. 2 августа 1944 года в бою за город Станшев немцы предприняли контратаку наших позиций, установив на фланге 3 миномета и танковый пулемет. Аваз Вердиев со своим отделением, подобравшись к вражеским позициям, гранатами уничтожил огневые точки немцев. В составе десанта на броне танка гвардии старший сержант ворвался в город и вместе с командиром танкового экипажа водрузил красное знамя над зданием ратуши. За беспримерную храбрость и мужество, проявленное на Вичинских плацдармах, командир моторизованного батальона автоматчиков гвардии майор Стальненко Григорий Тимофеевич представил Аваза Вердиева к присвоению ему звания Героя Советского Союза. Предложение было поддержано вышестоящим командованием. Итак, указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года гвардии старший сержант Вердиев Аваз Гашимоглы был награжден орденом Ленина, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Угу. Данный Спасибо. доклад я закончил, но хотелось бы еще добавить. Да, можете от себя добавить. Как я сказал, Бакыр Дуктунович Мустафаев был сильно ранен в ходе боев, но он не отступил, то есть он не ушел с поля боя. То есть это данный пример того, как на сегодняшний день наши бойцы выступают на территории Рожевых в первую очередь в сопротивлении с фашистскими отрядами наших врагов. То есть данный пример героизма не является единичным, буквально, можно сказать, ежедневно такое происходит, когда курды проявляют свое мужество, свою храбрость. И сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал эффективность курдских вооруженных отрядов против войны, в борьбе с террористами ИГИЛ. Спасибо. Я хочу вам продемонстрировать книгу. Вот, она такая уникальная в своем роде, потому что представители каждых народов и могут исследовать историю, писать книги. Есть научное сообщество, которое пишет книги, но редко мы видели такое, чтобы представители научного сообщества писали книги о курдах и изучали вот эту тематику. И здесь она, может быть, вышла в свет не в таком огромном количестве, но несколько экземпляров у нас есть, и мы как бы вручаем их или политическим деятелям, или вот людям, которые, в руках которых было бы важно иметь такую книгу, чтобы знать, что курды действительно это народ, как здесь пишется, храбрый, трудолюбивый и гостеприимный. И все эти 3 понятия действительно отражают суть курдского народа. И, конечно, вот эта книга, которую мы издавали уже, «Участие курдов в Великой Отечественной войне». Здесь есть очень много фамилий, может быть, кто-то из вас даже является потомкам или родственникам этих людей. Я всех перечислять, наверное, не буду, но вот есть очень много тут. Аббасовы, Абдулаевы, Абушевы, Авдаляны, Авдоев, Аджоевы, Азмановы, Алиевы, Алуяны, Асадовы, Асадяны, Ахмедовы, Байрамовы фамилии, Бакоев, Бакроев, Гасанов, Гасанян, Далоян, Джафаров, может быть, кому-нибудь известно с родственников. Так, у нас еще тут поступают Калуян, Касоян, Кафаров, Кочоян, Куламов, Курдоев, Лазгиев, Мамедовы, Махмудов, Махмудяны, Мурадов, Наврозов, Надиров, Османян, Османов, Русоян, Садуян, Салмоян, Сафаров, Селимян, Сиабандов, Слояны, Джиндиев, Сулейманов, Сулоев, Султанов, Тамиров, Тамоев, Теймуров, Фараджев, Фараджов, Худоев, Худояны, Хумояны, Чолоевы, Чатоевы, Шавищяны, Шамильзаде, Шароевы, Шириновы и Яратовы. Здесь, когда мы издавали эту книгу, и некоторые видели ее, говорили, что их родственники тоже принимали участие в Великой Отечественной войне, но это не весь перечень тех, кто
принимал участие в Великой Отечественной войне, это те, кого из архивов Министерства обороны смог найти Мурат Чтоев. Но это еще не значит, что таковых нет. Поэтому если будет какая-то информация о тех участниках ВОВ, которых нет в этой книге, и если вам понадобится, вы только дайте нам знать, мы вышлем вам эти книги, у нас есть их в огромном количестве, мы их издали. Вот, если будет дополнительная информация, то мы можем ее собрать и в будущем издать новую книгу и дополнить ее с учетом той информации, которую вы нам предоставите. Уже несколько человек к нам обратились с тем, что информации по их родственникам здесь нет. Но я надеюсь, что нам удастся собрать сведения и все это документировать, потому что подвиг героев, он бессмертен, это наш национальный лозунг. Для того, чтобы его увековечить, нам нужно со своей стороны тоже предпринять какие-то действия, чтобы это зафиксировать в книге, в каких-то документах, чтобы показать, что мы не просто живем, мы не просто существуем, а мы живем с пользой и что-то предпринимаем, и всегда предпринимали, и сегодня предпринимаем, и в будущем тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы защищать правду, защищать справедливость, защищать то, что достойно защиты. Мы, курды, народ-защитники и храбрый, мужественный, исторический. Но у нас есть еще и другая сторона, которую мы в этом году хотели продемонстрировать, то, что у курдов очень богатая культура, традиции. И в рамках проекта Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации мы проводили 4 фестиваля. Из них 2 это были фестивали национального творчества. Была затронута тематика свадебной традиции и обычаи. Мы приводили в качестве примера, показывали нашим участникам о том, что из себя представляет наша национальная свадебная традиция и национальные традиции, свадебные традиции тех народов, которые принимали участие в фестивале. Вы можете посмотреть на нашем канале YouTube, наберете ФНК Курд, поиск в поисковике, найдете наш канал и увидите, как проходили все наши мероприятия. Мы по мере возможности в будущем также хотим публиковать все, что проделывает наша организация, и тот вклад, который вносит в развитие и сохранение национальной культуры и традиций, публиковать это в средствах массовой информации, на каналах YouTube, чтобы вы могли это видеть и в случае необходимости вносить свои какие-то предложения. Я отключу звук, который мешает нам говорить. Так, уважаемые коллеги, если у вас есть что добавить, я предоставляю вам слово. И такой вопрос, вы можете параллельно ответить на него. Какова обстановка в ваших регионах? Как вообще молодежь, на каком уровне находится уровень патриотизма среди молодежи, окружающей вас в регионах? Кто может поделиться информацией? Еще дополнительно скажу, что мы либо в конце января, либо в начале февраля нам нужно будет организовать такую встречу, можно в формате Zoom, посмотрим по обстановке, для того, чтобы сформировать план работы на 2022 год. И если у вас будут какие-то предложения, вы можете о них уже думать, чтобы можно было бы их включить в нашу проектную работу, и в случае необходимости мы будем это реализовывать на протяжении 2022 года. Вы тоже свои идеи сформулируйте, общую картину, если мы представим, внесем на рассмотрение совета в случае утверждения ваших предложений, тогда мы это оформим в виде конкретного проекта с целью его реализации на протяжении 2022 года. Пожалуйста, Рамазан Вадович. Эйварбаш, я извиняюсь за позднее присоединение. Меня не было, я поздно пришел. И немножко техническая проблема была со звуком, я не слышал вас. Но тем не менее я хотел бы то, что я услышал насчет героев Советского Союза, я бы хотел бы услышать от этих 3 героев, кто из них, как они и откуда они. Потому что я знаю одного героя с Узбекистана. Фамилия, имя, отчество?
сложно сказать. Она мне говорила, говорит, мой дед герой, вы не упоминаете никогда. Вот, поэтому я хотел бы узнать вот эти три героя, которые, кто такие, откуда они. Вы не слышали, да, когда Рустам зачитывал? Нет. Вердиев Аваз Гашим Оглы, Саманд Алиевич Сиабандов и Бакыр Турсунович Мустафаев. Они Саманд Алиевич Сиабандов из Армении, Бакыр Турсунович Мустафаев из Грузии, Вердиев Аваз Гашим Оглы из Азербайджана. То есть один из Грузии. Он призывался то ли с Узбекистана, то ли с Киргизии. Они до сих пор проживают в Узгене, в Волжской области, Киргизстане. Хорошо, тогда если есть возможность, будьте добры, тогда уточните информацию по этому человеку, пусть нам предоставит, тогда мы его зафиксируем, и если есть подтверждающие документы, мы тогда включим как бы в список и начнем искать информацию уже в рамках официальных документов, потому что есть люди, которые, да, действительно являются этническими курдами, но они записаны как представители других национальностей, и в наших же интересах найти их всех. Потому что до сих пор мы знали только одного. Выяснилось, что их как минимум уже 3. Если вы говорите, что есть герой из Узбекистана, значит, надо его искать. Да. Пожалуйста, кто-нибудь еще хочет что-нибудь добавить, пожалуйста. Так, да, пожалуйста. А препарат можно? Можно. Можно. Значит, 2 года назад, если я не ошибаюсь, «Свободный Курдистан», в газете я сам читал, там было 12 героев Великой Отечественной войны курдов. Но они все были призваны с Армении, с Грузии, с Азербайджана, Туркменстана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Вот надо в дальнейшем, вот если с ними будет связь, можно их собирать. Я думаю, что в вашем архиве тоже должно быть, так как она была печатана в газете, я сам лично читал. 12 героев Советской Великой Отечественной войны были. Хорошо. Вы знаете, просто иногда у нас возникает путаница между героями и теми, кто получил орден за подвиг, орден за проявление какого-то героизма. То есть одно дело, герой Советского Союза — это высшая была награда, самая высокая награда. Ее выдавали не всем, по-моему, по всему Советскому Союзу ее выдали менее 2000 человек, 1900 с чем-то. Вот по памяти я могу ошибаться, но примерно столько. А вот те, кто отличился, совершив подвиг, их количество больше, и, конечно, есть и из Казахстана, и из Киргизии. Нам нужно точно понимать, кто из них за что был награжден. Но если даже есть дополнительная информация не только по героям, но тем, кто вообще как-то прославился или проявил себя, не прославился, а проявил себя в тяжелые, в кризисные минуты, то, конечно, мы их тоже должны будем всех собрать. Ну, я извиняюсь, они призывались не как курды воевали, а как вот с какой республики, допустим, ну, это нормально. Вот это, да. Вот так. Да. Но в те годы призывались не по национальному признаку, в те годы призывались именно из республик. В первую очередь шли те, кто шел добровольцем, записывался добровольцем. Были случаи, когда люди были малолетними, им по 15-16 лет, они записывались старше, чтобы их взяли. Потом самый тяжелый период, когда гибло очень много солдат в армии, уже призвали людей более меньшего возраста, уже те, кто 14-13 могли записаться, под 16 и дальше идти, брать оружие в руках, защищать Родину. Поэтому такое было, да. В кризисные периоды, когда стране тяжело и народу тяжело, сюда уже добровольцами идут все, даже и дети. Такое и сегодня мы в Курдистане видим, когда было нападение ИГИЛ на Кобани, на Сарикани в 2013, 2014, 2015 годах. Тут уже не имело значения, кому сколько лет. И дети, и женщины, и старики все вместе шли защищать свою родину от противника. Да, кто-нибудь еще хочет что-нибудь добавить? Пожалуйста, Позвольте. право. Да, пожалуйста. Хочу такую необычную историю тоже рассказать про... так скажем, у меня оба деда воевали из страны матери, из страны отца. Вот с стороны отца он в плен попал в 42-м, в 43-м он погиб в концлагере в немецких
Вот. Ну, я хочу историю рассказать со стороны матери. Вот Смоян Джинды, вот он, короче, в 43-м, да, в 43-м, ну, он дошел до Берлина, он был сапером. В поле боя он спас своего минированное поле, он спас своего боевого товарища, раненого, за что был награжден под этим орденом. Его случайно не Свук звали? Свук Джинди, нет? Смоян Джинды. Смоян Джинди Свукович. Мог быть это он? Потому что он в книге есть такой. Из Кабахтапа, село Кабахтапа. Гертуна. Так, ну просто есть. Так, хорошо. История. Вот. И он был один из первых саперов, которые вошли в Берлин. Вот. После капитуляции Германии убийство немцев уже считалось преступлением. Вот. Двое пьяных немцев на мотоцикле сбили беременную жену ихнего командира то ли батальона, то ли командира дивизии. И он без суда и следствия немцев расстрелял на месте, за что был лишен всех, как скажем, наград. И был осужден на 10 лет Колымы. Ну, бывали такие случаи, да. Да. Хорошо, спасибо за рассказ. Барзани, да, говори Барзани, Кямки. Включайте звук, да. Вас не слышно, включите звук. Так, Havali Barzani, ev pêl bikin, melê rastê jêrê melê çapê pêl bikin, ji bo dengê we vêkeve, dengê we vê neketiye. Мы сейчас вас не слышим. На, Barzani кидан ije. Фархат, если можно, конечно, коротко. Можно. Керемки хата Яховеха. Я бы тоже, как говорится, хотел попросить бы вас помочь, как бы разыскать через автономную культурную курдскую общину дядьку Ахмедова Хусейна Вали Оглы, который призвался в Средней Азии, Чалабадской области. Тогда была Ошская область. Вот как бы разыскать бы тоже не вернувшийся из войны. Вот, но о нем ничего не известно. Вот как бы через автономию, если можно было бы в архиве как-то разыскать вот этих героев, которые воевали за Отечество. В такую минуту все как бы объединились, все нации были сплочены и выиграли эту войну. Вот как бы, если в этом помочь бы, конечно, было бы плохо. Попробуем найти путь, чтобы выяснить, что могло произойти с человеком по имени Ахмедов Хусейн Вали Оглы. Правильно я записал, да? Как азербайджанца, но он был истинным курдом, патриотом и духом. Хорошо. Призывался из Киргизии, Киргизской ССР тогда. Киргизская ССР, Ошской области, да. Ошской области. У меня два таких вопроса, касающихся новых законов Российской Федерации. Да. Если меня слышите, да, можно? Да. Так, сейчас Авли Рамазан, Авли Барзани, да. Да, слушаем вас. Слава Рез, Авли Хижа. Я, во-первых, поздравляю вам всем с Новым годом. Пусть новый 22-й год, пусть будет наша свобода и свобода нашего лидера. Вот у меня такой разговор. Мои два деда в 27 году, они вошли в восстание Агри, Нури-Паша. Ну, неизвестно, в каком месяце они воевали и сколько они воевали. Потом в том же году они прошли границу Советского Союза. В 1937 году на Кавказе, в Армении, моего деда депортировали. В 1937 году неизвестно, куда его депортировали. Потом была информация, что во время войны он в штрафбате служил. В штрафном батальоне тогда был, по-моему, Рокоссовский.
Вот про него ничего не известно. Османов Султан Исаевич. Угу. Вот у меня такой вопрос. Угу. О его судьбе ничего не известно. Ничего не известно. Была информация, это, что его в 1941 году или 1942 году он участвовал в войне, вот, в штрафбате служил, штрафной батальон вот этих, вот, тех, которых арестовали тогда, во время, вот, в 1937 году. Вот, и никакая информация нету про него. Родственники пытались его найти? Только удалось узнать, что он где служил, и все? Да, вот так. И это когда было, что и вот информация такая была, что он был в штрафбате, служил в штрафбате. Хорошо. Спасибо. Керамки. Серчава. امجی سلاوی و سرچوا. امو все салавткам рожева хошва. У меня тоже были родственники, которые были участниками войны, но очень скупая информация про них, но при мне было, что они получали ранения. Например, вы можете найти информацию про Гасанов Юсуф Ибрагимович. 10-го года рождения, он тоже воевал, кажется, до Будапешта дошел, у него было многочисленное ранение. Гасанов Юсуф Ибрагимович, Курманджи Усвей и Бой Хасо, 10-го года рождения. Тоже был контужен, многочисленные ранения. Я свидетель всех этих вот ранений, но информация очень скупа про него. А также я хочу уточнить информацию о Мамедове Гусейн Исаевиче. Точнее, Мамедов Гусейн Исааглы. Тоже воевал, это мой тесть. На территории Краснодарского края, недалеко от Краснодара, стоит монумент участникам Великой Отечественной войны. Там есть, да, он там запечатлен, но информации очень мало. Через военкоматы мы ничего не можем добиться. Хотелось бы с вашей помощью, если вам не трудно, пробить этих двух наших лиц, наших людей, наших аксакалов, наших предков. Откуда были призваны? Откуда был призван Мамедов Гусейн Исаулда? Гусейн был призван с Нахичеванской АСР. Нахичеван, ага. Да. А Гасанов Юсуф Ибрагимович с территории Армении. Армянской ССР. Ну, просто мне, ну, как бы, ну, хочется узнать побольше про них. Они все-таки вкладывали себя, свою душу в эту борьбу, но про них очень скупая информация. Мы ходили в военкоматы различные, там, ну, они, да, воевали, но где, когда, что, нужно запрашивать информационный центр Москвы, но у нас такой возможности нет. Ходить до этих всяких инстанций, но с вашей помощью, Абале Фарад, если найдете, просто будет приятно. Мы возьмем на заметку, как предоставится возможность найти информацию по тем лицам, которые вы запросили, вот 3-4 человека пока на данный момент, тогда, конечно, мы поделимся информацией, как только у нас будет. Так, на эту тему я задал вопрос, кто сможет на него ответить относительно того, как обстоит обстановка по уровню патриотизма среди молодежи, окружающей вас в регионах? Карамах, я дополню кое-какие вещи, просто потом, может быть, чтобы от темы не уйти. Вот недавно президент указ создал о упрощенном порядке регистрации, прописки, гражданства соотечественников. Так? Да, соотечественников. Я хотел бы, знаете, как бы, может быть, нам нужно создать рабочую группу или что-нибудь, какой-то
вариант об нашем народе, который будет депортирован. Очень многие не получили компенсацию, потому что погода в них не сходилась. Вот, то есть там, я, насколько помню, определенный возраст людей выдалась компенсация в связи с тем, что они были депортированы. И я знаю, что эта проблема, особенно очень наших курдов с Киргизии, они, я знаю, очень многие почти что так и не получили, у кого-то годы не подходили, у кого-то проблемы какие-то были с документами, поэтому можно как-то подойти к этой ситуации как народ, который пришел бы как бы молодой, и потому что мазин галак, мазин редом мерен галак редо, вот на коштане до очень, я знаю, что почти что дебове магишка джохол وقتی دا جوان بون زاريان بون пошли галак зарянажи обижены не подходили, они как труженики тыла, но они не подходят по возрасту. Ну, я думаю, что надо над этим готовиться, это резкий вопрос, поэтому это отдельная тема, это емкая, очень емкая тема, это серьезная тема, она выходит за пределы наших возможностей. Да, но если мы как Федеральная национальная культурная автономия курдов, если мы ходатайство, подготовим письмо, если мы разработаем эту тему конкретно, остановимся над этим репрессированных народов, остановимся именно, так сказать, по курдам, может быть, какой-нибудь вариант, как бы лазейку мы найдем для своего народа, чтобы они получили эти свои компенсации. Это раз. Во-вторых, и как мы граждане на ситуации в Средней Азии, как писано, вход вины к чему, джаматоме, сейчас идет о родственных отношениях, чтобы получить гражданство в упрощенном варианте. Ну, было бы лучше, если, например, тоже обращение было миграционное или какой-то президентский совет, чтобы вот этот вариант именно по курдам относились иначе. Ну, я только могу это сказать, что по национальному признаку ни миграционная служба, никто будет какого-то особого отношения демонстрировать не будет, потому что перед законом все считаются равными, поэтому в общем режиме, как бы в общем порядке все граждане постсоветского пространства имеют право подавать документы на получение гражданства Российской Федерации или же оформлять РВП, вид на жительство и прочее. Так, мы отвлеклись от темы. Это не наша тема, это можно обсуждать на совете ФНК. У нас сейчас тема семинар на защите Отечества. Так, пожалуйста, уважаемые коллеги, кто может сказать несколько слов по поставленному вопросу, на который вы почему-то не можете ответить. Или можете, или стесняетесь ответить. Ну, да, пожалуйста. На вашу вопрос. Да. Слышно? Да. Да, еще, извиняюсь еще раз, по вашей теме хотел пару слов добавить. Насчет патриотизма среди населения. Вот, мы, курды, очень патриотический народ, сильный народ. Допустим, вот мы... Курды все служили в российской армии. Все до сих пор, как 18 лет исполняется, все хотят служить в российской армии. Поэтому я сам тоже служил в российских войсках. Мой брат служил тоже на Байконуре. Хотя тогда Советский Союз разваливался, 92-й год, 91-й год, развал Советского Союза. Но все-таки патриотизм Отечества осталось в душе. Я поехал в Красноярский край, с Киргизии призывался в Красноярский край, служил. Мой брат в этот момент развал Советского Союза в 92 году призвался служить в Казахстан на Байконуре. И хотел добавить насчет патриотизма тоже в селе. Вот, когда эти захватчики, фашисты посадили нашего лидера, захват тогда был в 99 году, по-моему, 98. Патриотизм наших друзей, наших соотечественников, на самом деле, они проявили себя как настоящие герои. С нашего села 4 в то время поехало, только с нашего села, с маленького села. Один из них был моим братом. Вот. Тоже за наш народ, за нашего лидера. Патриотизм вот это вот не дал сидеть спокойно дома, и все бросили своих детей, беременных женщин, но они поехали воевать за свою родину, за свою
историческую родину. Вот патриотизм, где настоящий дух курдский. И курдский дух показал всему миру, как на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, в Ираке, как курды защитили своими телами, бросаясь под танками, защитили весь мир, это Европу от террористов, от фашистов, от игиловцев. Наш народ мужественно защищает весь мир. А что мы сейчас видим? Какую мы политику видим? Почему сегодняшний день весь мир молчит? Мы тоже, честно говоря, обидно вот это вот, когда наши братья, сестры, кидая под танками, воевали не то что за свою родину, а за всех, можно сказать, за весь мир. Они под танки бросались. Вот где патриотизм нашего народа. Спасибо всем большое. Наступающим Новым годом. Вот это хотел добавить. Спасибо. У нас потихоньку подходит мероприятие к завершению. У нас осталось не так много времени. Если, коллеги, у вас есть что добавить, пожалуйста, пока есть 2-3 минутки, коротко. Можете сказать? Да. Позвольте добавить, товарищ Фарад. Да. Тут просто такой вопрос возник. Очень много товарищей сейчас выступили, у которых родственники и знакомые без вести пропавшие в Великой Отечественной войны. В таком случае оказался я вот как раз по Самояну Надыру Аджоевичу, который в плен попал и умер. Он тоже 75 лет, все наши родственники думали, что он без вести пропавший, как предоставляла информация, так скажем, на тот момент Республика Армения. Вот. Но вот как раз к 75-летию Победы на сайте, товарищи, запомните, на сайте именно «Бессмертный полк», зайдите там, всю информацию любого своего пропавшего без вести родственника выставите, 99%, что вы там найдете. Потому что я там нашел именно всю информацию, где, в каком лагере, там по документальным, немецким, и буквами даже все было написано, где он был в плену, где умер. То есть информация, в принципе, она есть, да, в открытой форме можно это найти, это не проблема сейчас. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Так, коллеги. Да. Авраам, в новом наступающем году я желаю всему человечеству и в том числе курдскому народу больших успехов, свободу именно курдам, чтобы в конце концов весь трезвомыслящее мировое сообщество подумало о курдах тоже. В конце концов, мы тоже жители этой планеты, такие же люди, как все народы. Мы такие же народы, как все. Чтобы в конце концов был освобожден наш лидер, и сбылась наконец мечта курдского народа. Да будет свобода. Спасибо за ваше выступление. Ну, уважаемые друзья, участники сегодняшнего семинара на защите Отечества, мы на этом завершаем мероприятие. Скоро Новый год, сегодня 30 декабря. Мы вступаем с вами в 2022 год. Каким бы сложным ни был 2021 год, хочется пожелать, чтобы в новом году у вас всех все сложилось так, как намечено, так, как вы планируете. Конечно же, хочется пожелать вам всем крепкого здоровья, абсолютно всем вам и вашим членам ваших семей, родным, близким. И в новом 2022 году, конечно же, мечта каждого курда, чтобы решался вопрос, связанный с курдской проблемой, с исторической родиной курдов, Курдистана, чтобы решился, наконец-то, статус Рожавы Западного Курдистана, решились проблемы Южного, Северного Курдистана. И в целом, чтобы наш народ сумел обрести на своей исторической родине свои права, свои свободы и мог наравне с другими народами мира принимать участие в построении, совершении благих дел в целом для всего человечества. И успехов всем вам, тем, кто проживает в различных регионах Российской Федерации, и на культурном, и на экономическом, и на политическом, и на общественном поприще. Удачи и процветания. Всего доброго.